15 часов и 12 минут в столице. Мы, как мастера импровизации, внезапно появляемся в эфире для того, чтобы, вернее, я появляюсь, вот мне Ольга Хохлачева, для того, чтобы представить своих гостей. Сегодня очень рада и счастлива видеть Саину в своей студии. Здравствуй, Саида. Здравствуй, Олечка. Ну и Жанат Жусупов, это международный мотивационный тренер. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Очень приятно мне сегодня вас лицезреть. Я полагаю, что Саине стоит рассказать немножко о себе, потому что статус певицы ты давным-давно уже переросла, ведь так? Да, совершенно верно. Я буквально, скажем, год назад открыла свою студию. Она называлась Саина арт-студия Саина Плюс. Но буквально вот в августе наш мотивационный тренер Жанат Жусупов смотивировал меня открыть Международный центр развития человека. Называется он Саина. Отлично. Как вы нашли друг друга? Вообще история долгая, так как я приглашаю сюда из Москвы художницу, например, правополушарное рисование у нас будет скоро, да? И английский язык у нас за 10 дней. Барат Алиев приезжает прямо из Турции, из Анталии. И, конечно же, вот друг друга рекомендуют. Если москвичи рекомендовали Барат Алиева, то Барат Алиев рекомендовал Жаната. И поэтому получается, что мне советуют только лучшие. Здорово, хорошо устроила все в этом мире, оказывается. Да. И все проекты, они связаны, в общем-то, с развитием потенциала каждого человека, интересными, уникальными методиками, именно интенсивными, но качественными. То есть я правильно понимаю, что сейчас у слушателей СТВ Радио появляется уникальная возможность получить какой-то совет от международного мотивационного тренера, от Жаната Жусупова? Совершенно верно. Ну, тогда стоит вам, наверное, кидать сообщения на наш WhatsApp номер 8924-567-105-7. Пишите, если есть у вас вопросы. Если какая-то проблема существует личностная, либо вы жаждете роста личностного, либо имеете какие-то проблемы отношений, то, я полагаю, совет получить из уст такого профессионала, это дорого стоит. Жанат, а теперь вопрос к вам. Вы у нас ведь не первый раз, насколько я Да, я уже третий раз уже в Якутске нахожусь по приглашению Центра развития Саина. Так, ну и как вы находите? Меняются люди к лучшему, в том числе благодаря вам? Ну, это будет с моей стороны не скромно, это надо лучше Саину спросить, потому что как-то... Но если, я так полагаю, если третий раз приглашают, значит какие-то есть результаты. Просто так люди приглашать не будут. Это действительно так. Саин, что ты скажешь по этому поводу? Ну, на самом деле, те тренинги, которые ведет Жанат, они нужны каждому человеку. Это темы семьи, здоровья, денег, то, что нужно каждому из нас. И поэтому люди с удовольствием ходят и второй раз, и третий раз, и четвертый раз. И меня поражает вот энергетика Жаната, как он ведет свои тренинги, как люди буквально вот открывают глаза, открывают уши и открывают сердца. Здорово. Ну, мне не посчастливилось настолько, чтобы побывать у вас на тренингах, но я полагаю, у меня все еще впереди. Всё впереди. Сами вы что считаете наиболее ценным и важным? Какое умение для человека? Умение, ну, давайте так начнем. У меня тренинги сейчас на сегодняшний день 8 тренингов, и раньше я начинал с тренинга «Секреты успеха». У каждого понятие «успех» свое, и на сегодняшний день, после 14-летия ведя тренинги, я пришел к выводу, что у человека всего лишь две причины. Первое – это неправильное питание, второе – это неправильно выстроенные семейные отношения, причем с самого детства. А остальное все это последствия. Нехватка денег, нескладность личной жизни, здоровья и так далее и тому подобное. Вот. И умение, ну если так коротко сказать, найти себя, прийти к себе. Есть такое выражение: познаешь себя, познаешь Бога. Познаешь Бога, познаешь себя. Все Так. тренинги направлены на то, чтобы как можно быстрее найти себя, прийти к себе. Это здорово. То есть через себя мы познаем и окружающий мир. И, соответственно, нам проще найти не только какие-то мотивации, но самое главное цель в жизни, да, определить? Ну, конечно, цель жизни – это без цели. Человек, чем отличается от животных, он должен жить целями, не рефлексами и инстинктами. Ну вот что касается ваших тренингов по части здоровья, то о них какие-то прям чудеса рассказывают. Как вы пришли к таким
результатом? Результатом, потому что я сам родился больным ребенком маленьким, я из больниц не вылазил. Если бы я слушал бы врачей, а врачи от слова врать, то я бы, наверное, никогда бы не занялся спортом, собой бы не занялся, и меня это мотивировало. Вот, поэтому я через себя пропустил очень много технологий, книг, и я не могу сказать, что это мой тренинг «Будь здоров», а это всего лишь выжимки, которые я лично пропустил через себя и с удовольствием делюсь со своими слушателями. А основа этого тренинга – это очищение организма, второе – это правильное питание, и третье – это накачать энергию. Вот 3 основных столпа, на чем ставится мой тренинг «Будь здоров». Здорово. Давайте вернемся к отношениям в семье. Вы говорили о том, что все идет с детства. Разве можно исправить то, что было уже очень давно? Ну, конечно, всегда человеку можно. Это, конечно, зависит от сильного желания. Вот, поэтому, если человек не задумается над этим, то это передается к следующим нашим детям, внукам и так далее. Ну, на каком-то человеке должно остановиться этот шлейф обид, шлейф проблем нерешенных семейных. Вот. И, как правило, если это не происходит, ну, люди не хотят этим заниматься, не осознают этого, то а потом удивляются, что дети точно в этом же возрасте развелись, в этом же возрасте проблемы, в этом же возрасте почти болезни повторяются. Вот в чем смысл. Ну, то есть, да, так, цикличность каких-то несчастья, неудачи, неурядиц, она все-таки может на быть генном прервана. уровне, да, идет, на генном уровне передается из поколения в поколение, поэтому есть такое выражение «семья не без рода», есть ведущий родовой капсулы, есть ведомые. Вот. Ну, вот я, насколько стал себя изучать, и я понял, что я в своем роде, который тоже не без проблем, стал ведущим. И так появились мои тренинги «Мужчина, женщина, наука взаимоотношений, семейные отношения». Не из хорошей жизни, не от хорошей жизни создал. Все мои тренинги не от хорошей жизни. Я особо и не мечтал быть этим мотивационным тренером. Я был бизнесменом. Так. Вот, ну, хочешь То есть рассмешить деньги это еще не все. Вы получили. Я был богатство, бизнесменом, да, я был бизнесменом, точно так же, как молодежь повторяет сейчас ошибки, стать богатым и так далее. Ну, успех. Но для них богатство равно Да. счастью, но это ведь не так. Но это не так. Я в 2004 году стал миллионером, начал с базара, закончил заводом, сеть магазинов оптовых. Но к тому времени я уже весил 110 килограмм, у меня куча В это сложно заболеваний. поверить. Ну да, вот многие сомневаются, но кто у меня приходит в моем родном городе, они удивляются и вспоминают, это действительно был такой магазин оптовый, который все магазины снабжал. Но все меня знают там, в принципе, кто местные остались. Действительно, есть живые свидетели, которые видели, каким я был и каким я сейчас стал. Вот. К сожалению, большому были акценты не так поставлены, ценности жизни не так поставлены. Поэтому сейчас мои тренинги, они направлены на то, чтобы человек стал совершенным. Совершенным это прежде всего здоровым, второе это счастливая семья, и третье это достаточно финансово обеспеченным. Не обязательно быть миллионером, но финансово обеспеченным. Понятно. Говорят, врачу исцели себя сам. Вот вы говорите много об отношениях, и тренинги, собственно, у вас существуют такие. Как вы считаете, должен быть в жизни один брак или всякое случается? Ну, поскольку сейчас времена пошли не те, а именно, что ценности, приоритеты поставлены по-другому, поэтому сейчас редко найдешь семью, которая была бы счастливая с одним супругом, один супруг, одна супруга. Поэтому эти тренинги как раз направлены, что семья это есть хорошая площадка для достижения состояния безусловной любви. На уровне души человек должен дойти до состояния безусловной любви. И многие этого недооценивают, даже есть мастера, так называемые духовные, которые думают, что пропагандируют даже, что семья это как бы обуза для духовного развития. На самом деле семья это какая-то ерунда. великолепная площадка для достижения состояния безусловной любви. Вот тренинги направлены на то, чтобы была полная, достаточно счастливая семья, а именно минимум 4 детей. Вот таких семей очень и очень мало. Я сам отец 4 детей пока. Вот, мне 54 года. То есть все еще впереди? Пока, да, потому что я должен личным примером показывать. Действительно.
Надеюсь, Сейчас супруг разделяет ваши взгляды. мои ровесники, они уже внуков имеют, они уже как бы расслабились. Вот недавно была встреча выпускников, вот, и они смотрят на меня как на сумасшедшего. Вот. Но я хочу своим личным примером показать, что минимум должно быть 6 детей, и все это надо успевать и за своим здоровьем, и финансовое положение, и семье. Вот. Сейчас формат нового человека необходим нынешнему поколению. Пример должен быть. Спасибо. Напомню, что сейчас мы беседуем с Саиной и с международным мотивационным тренером Жанатом Жусуповым. Мне повезло, я вот держу в руках книгу, которую мне тут же подарил Жанат Жусупов. Называется она «Муж. Инструкция к применению». Я наугад что-то там открыла, и фраза мне попалась: «И тогда муж прослужит вам долго и счастливо». Вот что-то в этом духе. Неужели это настолько иронично вы пишете? Да, вот Саина не даст соврать, у меня тренинги не в форме нотаций, назиданий, на С юмором обучение. проходит, У меня очень с весело. юмором на одном дыхании, когда новенькие приходят, думают, как можно 4 часа, а то выходные дни по 8 часов. А потом они сами не уходят даже. Уже 8 часов прошло, они еще находятся, потому что все тренинги проходят юмором, легко, весело, непринужденно, просто, без всяких терминологий психологических. Вот. Поэтому я написал эту книгу только с одной целью. Есть такое понятие: в своем отечестве нет пророка. У меня есть старшая дочь, вот в Москве учится, в Питере учится вторая дочь. Они также говорят: ой, папа, достал ты уже своими этими. Вот, поэтому они значит, говорят, нет согласия, да, в говорят, родительском языке? они говорят, напиши книгу, вот тогда мы будем читать. Не как отца слушать, а как человек от третьего лица. Поэтому я задался целью написать книгу. И причем название, вы заметили, инструкция. Потому что сейчас молодежь рассматривает мужей, именно девушки, как телевизор, пылесос, холодильник, мобильный телефон, ну и муж, полная упаковка, жизнь удалась. И, соответственно, инструкция, это значит, что, соответственно, как вы будете вести со своим мужем, тогда он вам прослужит долго, так же, как и все технические устройства. Часто задают... Книга буквально вышла в сентябре, 1 сентября, и 1000 книг разлетелись они. Вот сейчас моментально. Уже, да, Сейчас, наверное, второй выпуск да. будет И меня сделать, да? первый, кто увидел эту книжку, спрашивает, а что такая она тонкая? Ну, я говорю, иначе была бы она большой советской энциклопедией. Вот, я в последнее время вел занятия вот в Санкт-Петербурге, Москве, там все люди читают, в метро читают, везде читают. Поэтому акцент был на Россию сделан эта книга, чтобы она была карманной, чтобы она умещалась в сумочку, чтобы она была удобна и чтобы не было причин не выучить от корки до корки наизусть эту инструкцию, что такое муж и как с ним надо вести. Понятно. А что касается соотношений с детьми, мне вот это вот всеобщее повальное, скажем так, принижение роли отца в обществе крайне не нравится. Я, например, считаю, что главное это мужчина в семье. И что сказал отец, это должно быть законом, но если даже он не прав, это все нужно выяснять вне детских ушей, так сказать. Я права или я заблуждаюсь? Вы, конечно, правы, почему-то мне всегда странно, все правы, все так же говорят, а по жизни совсем по-другому. И вот в этой маленькой книжке там написаны причины, почему сейчас неуважение к мужскому началу. Да, это вот страшно на самом деле. А почему куча разводов, почему сейчас женщины разделились на 4 категории, там, замужем, не хотящие идти замуж и в гражданском браке. Вот. И там одна из причин написана, что есть психологические, исторические факторы. Ну вот, в частности, исторические факторы. Наша страна, бывший Советский Союз, часто подвергался войнам. Да. Вот, поэтому мужчины уходили на войну, погибали, соответственно, и вынуждены были наши уважаемые дамы, женщины на свои плечи ответственность, конечно. И вот это на генном уровне, что на всякий случай надо быть еще полумужчиной, уметь все. Никто не сомневается, но сейчас настало время, надо эту ответственность снять со своих хрупких плеч, да, на наши плечи. Иначе, если вы не будете в нас сомневаться, ну, что произойдет? Конечно же, вы остаетесь так сильными женщинами. Ну и второй момент, помните, в советское время, я думаю, Ольга, вы застали, была такая мантра, песня, которую пел весь Советский Союз.
пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет будет мама, пусть всегда буду я, а папы нет. а папы нету. О, Вы знаете, что такое сила молитвы, да? да. Вот миллионы Многократно людей. повторенная, усиленная энергетика людей, да еще и 250 людей. миллионов граждан Советского Союза пели. Намолили, И в итоге называется. намолили, да, совершенно. О, давайте что-нибудь другое придумаем хорошее, будем петь. Пусть Вот всегда будет мама и хорош- папа. Хорошая идея, новую песню надо сочинить, чтобы это все намолить в лучшую сторону. Ну, я надеюсь, что в этом направлении вы будете работать и всячески нам помогать. Саина, расскажи, пожалуйста, о ближайших планах твоих, когда еще таких замечательных людей мы сможем лицезреть в нашем северном городе. Ну, мне, конечно, очень везет на таких прекрасных людей, уважаемых и профессионалов своего дела. На самом деле, я, когда вот вокал веду, у меня теперь вокал уже есть, вокальный тренинг. Оказалось, что кроме уроков, просто уроков можно это теперь назвать тренинг. Люди открываются, люди через сцену себя находят и приходят к себе, путь к себе, да, такой. Ну, потому что я на это годы потратила, 20 лет, так скажем, а я помогаю просто быстро выйти на сцену и стать уверенным. Вот. И я думаю, что вот каждый раз, и как вот у нас получается, вот Жанат, например, приехал уже 3-й раз. Первый раз в августе, потом в октябре, и вот сейчас в ноябре. И буквально как бы, ну, народ идет все равно. У нас есть один Не такой... останавливают даже холода, минус 40 Вообще, идут. у меня спрашивают Жанат каждый раз, и воротариф тоже, как там народ придет, не придет. Я говорю, я не знаю. И что интересно, они друг друга рекомендуют, и это очень здорово, потому что плохое они не будут рекомендовать. Да, это Лучше. говорит о хорошем результате. И у нас уже сейчас в августе мы делали, то есть вы сделали тренинг прощения, и мы 2 раза, да, по просьбе. И сейчас у нас вот в среду тоже 2-й раз будет тренинг прощения, тоже по просьбам, так скажем. нашим. Ну, свежим взглядом скажу обратную связь. В Якутске информационный голод. Наверное, может быть, из Санкт-Петербурга, Москвы, такие столичные, ну, или не хотят ехать, или далеко ехать, или холодно для них. Поэтому я чувствую здесь информационный голод. Это значит, что мы скоро вас будем видеть здесь снова. И это очень приятно. Спасибо большое, что нашли время в своем наверняка плотном графике для того, чтобы заглянуть к нам на СТВ радио. И Хочу пригласить. Да, я хочу от вас услышать пожелания, какие-то напутствия. Ну, естественно, если есть куда пригласить, приглашайте. Да, дорогие друзья, ну вот на СТВ радио я не была, наверное, 100 лет. Ну, так скажем. Меньше. Раньше я сюда приходила, мы пели песни. Все наши друзья сейчас почти в Москве, да, получается. Вот, очень приятно увидеться с вами снова, то есть не увидеться, быть здесь и говорить в эфир. На самом деле мы приглашаем буквально вот сегодня в 6:30 у нас начинается интересный тренинг на постановку целей. Он называется «Целься и достигай». Он идет 4 часа. Успеваете, вы приходите в Институт биологии Ленина 41 и либо мне позвонить 738-533, это мой, я как руководитель этого центра сама же беру эти телефоны, 738-533. И у нас, значит, в среду тренинг прощения, уже очень много народу записывается, тоже идет 4 часа, теория и плюс практика, ну вот пока все, то есть мы всю неделю уже работаем, потому что мужчина, женщина, наука взаимоотношений — это один и тоже из основных тренингов. Потом, значит, был тренинг «Делай деньги» и «Будь здоров 3 дня». Очень шикарные, не знаю, мне очень нравятся все тренинги, и поэтому надо опять приглашать Жаната снова уже скоро. Ну, я в свою очередь хочу всем слушателям Якутска, Якутии пожелать, чтобы в новый 2018 год, не на словах мы вот желаем всем за столом счастья, здоровья там и так далее, и потом это благополучно забываем после Старого Нового года. А уже с этими чистыми намерениями, серьезными намерениями 2018 год войти и действительно посвятить себе, инвестировать в себя. И этого никогда не поздно, ни в каком возрасте.
в любом возрасте, с любым стартовым началом. Всего доброго желаю, здоровья, как это не банального, семейного счастья, благополучия в Да, новом все банальное, 2018 самое году. лучшее и есть. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня мы беседовали с Саиной, которая уже не только певица, мастер вокала, еще и директор Международного центра развития человека Саина, и с международным мотивационным тренером Жанатом Юсуповым. Ну и как Жусуповым. И как я прочла на книге, вы тренер социальной йоги. Да, То есть тренер у вас, социальной йоги. Да, Многих- многолик, многоталантлив. Многих это интересует, что такое социальная йога. Социальное это слово социум. Социум слово социум, то есть большой ум. А йога в санскрите переводится юджи. Юджи это связь. Связь, то есть если так вот перевести дословно, то есть моя специальность помочь человеку адаптироваться в социуме, а именно здоровье, семья, деньги. Спасибо большое. Ну и в надежде на скорую встречу с вами я прощаюсь. В студии работала Ольга Хохлачева. До встречи в эфире СТВ Радио. Все записывали. Все транслировала, да? Саида?